Медвежий ритуал, так называемый медвежий праздник, достаточно полно сохранился до XX века в ряде традиций в Сибири. Вот у обских угров, хантов, кетов и эвенков, живущих на Енисее, и от Енисея и Венки прямо вот до Тихого океана. Такие же обширные территории занимают и вены. На Дальнем Востоке у амурских народов, на Сахалине у нивхов, айнов, тунчей, других вот тунгусских, палеазиатских народов. Вот через Камчатку, Курилы, через Берингов пролив, продолжается на территориях Северной Америки. Реликты ритуала похорон медведя находят не только в пределах Северной Азии, Северной Америки, но и в Северной Европе. Скопление медвежьих костей, собранных в определенном порядке, находят в пещерах Германии, Швейцарии. Петроглифы на скалах Скандинавии, Урала. Все это свидетельствует об архаичных мифопоэтических представлениях о медведе в мифах. Медведь на гербах городов Европы, Берлин, Берн, в гербах сильнейших дворянских или королевских родов, в геральдике Франции, Британии, видимо, тоже не сразу появился колониальный лев. И, видимо, недаром медвежьи шапки были у гвардии Наполеона, английской королевы. Ну и медведи в сказках всех народов, везде в ареале его обитания, вплоть до Маши и Медведя. После христианизации Руси сюжет становится непонятным. Взрослая девушка превращается в маленькую девочку, которая заблудилась в лесу, попадает не в берлогу, а видит дом, стоящий на земле, где она обязательно ночует и убегает в село с пирожками и без пирожков. Древние мифы о тотемах – это тайна, непонятная непосвященным. Потаенные мифы служили разъяснениями к священным обрядам, связанными с первопредками, с животными, тотемами, птицами, даже растениями. Это был период перехода от матриархата, эндогамии, к патриархату, экзогамии, когда стало нельзя жениться между ближайшими родственниками семьи. Понадобилась система разграничения родов. И каждый род имел свои мифы о том, что род восходил к определенным почитаемым первопредкам, будь то растения, будь то представители фауны, флоры. О них рассказывалось в преданиях о том, как появилась Земля, как появился их род, вот первопредки во времена псевдоначала этнической истории. И вот эта идея разграничения рода сохранилась во всех языках мира. Это Орловы, Воробьевы, это Медведевы и Мышкины, это рыбы, значит, Ершовы, Карасевы, ну, Китовы и так далее, Рыбкины. Это, конечно же, могут быть и растения, Березкины, ну, Ельцины, в конце концов. То есть при тотемической технике мышления отличие своих от чужих осмысливалось в категориях фауны и флоры. А вот матриархат, эндогамия, иллюстрируется обычно браком очень близких людей, брата и сестры. Но это времена первотворения, это вынужденный инцест, потому что других людей попросту рядом не было. Подчеркнем, что мотивы и инцеста, и брака с тотемом рождены не жизнью, так сказать, а логикой рассуждений о временах первотворения. Это уже устная литература практически. У эвенов зафиксировано несколько вариантов мифа о медведе. И вот один из них гласит: одна девушка зимой пошла в лес, заблудилась и упала в яму.
темноте она ощупала стены. Одна оказалась теплой. Девушка притулилась около нее и заснула. С наступившей весной девушка выбралась из ямы и пошла домой. И у нее родились близнецы – мальчик и медвежонок. Дети выросли, и однажды повзрослевший медведь ушел в лес. Несколько лет спустя юноша на охоте убил медведя, и тот в песне сообщил ему, что он убил своего брата-близнеца, и он рассказал, как надо правильно проводить ритуал похорон, проводов медведя после удачной охоты на него. Если все сделать правильно, то медвежий народ в будущем не будет мстить людям. Здесь надо сказать об особом отношении древних обществ всех народов на земле к такому чуду природы, как рождение близнецов. Люди тогда верили, что один ребенок был от мужа, а другой от лесного духа. Поэтому раньше у всех народов мира было особое отношение к близнецам. Все прислушивались к их словам, пытались понять, разгадать их особый смысл, веря, что так можно узнать о будущем. Сразу расскажем и миф из фольклора североамериканских атапасков. Медведь похищает девушку из села. То есть это уже не миф о временах первотворения, первых людях на земле. Людей уже много, село. И братья девушки уже догоняют похитителя медведя по личным маркировочным меткам, которые сестра оставляет для них, либо успевая как-то особо закручивать ветки на пути, либо по-особому царапая кору, делая метки на деревьях. Медведь уже ее муж. Издалека высматривает преследователей и готовится убить их. Но девушка, уже ставшая женой медведя, уговаривает мужа: «Не убивай моих братьев. Кто будет воспитывать наших детей? Ты, что ли? Нет, мои братья. Помоги и ты им. Сделай так, чтобы их охота на медведей в будущем всегда была удачной». Так жена медведя уговаривает его не убивать братьев, а напротив дать им убить себя, а также позаботиться о том, чтобы его смерть осталась не отмщенной медвежьим народом, а впредь, наоборот, братьям всегда сопутствовала бы удача в медвежьей охоте. Перед нами разворачивается мучительная ситуация выбора, кому умереть, мужу или братьям. Как мне кажется сейчас странным, до патриархата женщина была обязана выбрать братьев. И сильный, могучий, благородный гризли жертвует собой ради будущего своих детей, дает убить себя. В мифе атапасков женщина выступает подлинной героиней, защищающей интересы своих детей, добывающей для своего рода сакральное знание об основе охотничьей удачи, медвежьей церемонии, узнает о правилах медвежьего праздника. И что же сказал медведь своей жене в мифе атапасков? И что он сказал брату-близнецу в ивенском мифе? И что он рассказал в мифах Нивхов, Айнов, других носителей медвежьего мифа? Он рассказал то волшебное средство, точный ритуал, как надо похоронить медведя правильно после удачной охоты, как провести этот праздник, встречи с ним, чтобы впоследствии медвежий народ не мстил людям, удачливым охотникам, а наоборот сделал их медвежью охоту удачливой всегда. Во-первых, он высказал впервые брачные предписания. Нельзя жениться на девушках отцовского рода, то есть на медведицах из рода медвежьего.
а необходимо жениться на дочерях брата жены, ведь он человек, то есть на женщинах человеческого рода. Во-вторых, конечно же, были сказаны очень точно все запреты для женщин поведения вот на этом медвежьем празднике. И самый главный из них – это запрет вообще прикасаться к мясу медведя только вот сестре охотника, убившего медведя. Вот за этими персонажами медведь, убивший его охотник и его сестра, сразу возникает вот тот треугольник. И вот объяснение в том, что медведь был зятем из чужого медвежьего рода. Он был как бы оборотнем. Днем он ходил в шкуре своего тотема, а на ночь он эту шубу-то снимал и спал как человек. И поэтому для его жены вот есть мясо медведя, убитого братом, означало бы есть человечину. Но если она приходила в гости, и там подавали мясо медведя, она могла кушать вместе со всеми, потому что в этой семье была своя сестра охотника, убившего медведя, которой нельзя было есть это мясо. Из других запретов для женщин были следующие. Нельзя лежать, сидеть на медвежьей шкуре или перешагивать ее. Ну, а остальное касалось поведения на медвежьем празднике. Надо было собрать все до единой косточки медведя, потому что нельзя было давать их грызть собакам, потому что все косточки собирались и вот на таком вот помосте Аранаси хоронились. И верили, что если сломается хоть одна косточка, то медведь возродится же. Его же хоронят для того, чтобы он возродится хромым и может отомстить обидчику. Что же такое матриархат? Это не времена амазонок и сильных женщин-богатырок, нет. Это было то состояние общества, когда обязательными было следующее. Матрилокальное поселение новобрачных. То есть не девушка уезжала к мужу, а наоборот, муж переходил жить вот в материнский род своей жены. И начинает проясняться роль брата жены, дяди будущего для ее детей. Где охотится муж? У него нет своих наследственных территорий, охотничьих угодий. Он охотится, правильно, у брата жены. Подрастают дети, сестры. И где они охотятся? У них нет тоже своих охотничьих угодий. Они охотятся на землях своего дяди. А когда их дядя женился, он что делал? Правильно, он переезжал на родину своей жены, в материнский род своей жены. А наследниками его охотничьих угодий и другого наследства становились племянники, дети сестры. Вот что такое матриархат. А теперь я напомню вам миф Нивхов. Однажды, неизвестно откуда, появились на земле одинокие дети, сестра и младший брат. Под словом «одинокие» подразумеваются первые люди на земле времен первотворения. Сестра из своих волос сделала тетиву, изготовила лук и стрелы, научила брата стрелять. Кая, тух болу, көрдірері? Тоқтары, манығыныққа. Дети подросли. И однажды сестра предложила брату пожениться. Көтер кіні тақтыр, сөйрерді адақтақтыр күрдік. Қалбас бұтты. Кәбес! Әжейді бір атты бұтты. Кәбес!
Но брат в ужасе от этого предложения. Ведь мы же родные с тобой, брат и сестра. Тогда сестра решает обманом добиться своего. И однажды она отправляет брата на охоту, указав длинную дорогу туда, где ею тайно построен другой дом. Бу манан бараган? Өйдөтүн? Ой! Брат взволнованно рассказывает сестре о неожиданной встрече с одинокой незнакомой женщиной, которая так похожа на нее. Все женщины похожи. Иди, женись на ней, отвечает ему сестра. Юноша, никогда не видевший женщин, верит как себе, никогда не обманывавший его старшей сестре, идет и женится на незнакомке. И родились у них двое детей. Старший сын и младшая дочь. Однажды, играя с белкой, он ранит ее стрелой. Ты почему меня настоящей стрелой ранил? Мы же играем. А он отвечает: стрелял и буду стрелять, потому что я человек, а вы животные. О, как над ним смеялась белка. А, ты человек. Ага, ты такое же животное, как и мы, потому что твои отец и мать родные брат и сестра. Ха-ха-ха, брат и сестра. Ошеломленный таким оскорблением, мальчик бежит к матери, жалуется на подругу белку. А белка сказала, что я такое же животное, потому что вы с папой. Это неправда, неправда же. Мать обрывает его рассказ, просит не рассказывать о случившемся отцу. Когда отец приходит из лесу с охоты, сын начинает ему рассказывать о странном событии на своей охоте, про белку, про то, что она сказала, про запрет матери. Ах, он, кажется, понял, все понял. Под горой настораживает самострел и заговаривает стрелу. Если это моя сестра, попади обманщице в сердце. А если жена не сестра мне, пролети мимо. Дома он приказывает жене привести добычу. С замиранием сердца брат, муж приближается к месту, где он произнес заклинание стрелы самострела. Прямо в сердце. Значит, моя жена – это моя сестра. Она меня обманула. Ах, какой грех! О, нам не жить! На тропе медведя рвется веревка у дочери. На тропе тигрицы рвется веревка у сына. Девочку воспитал медведь и женился, и вот мы от нее произошли, говорят носители мифа. А вот про тигрицу, которая воспитала мальчика, вышла за него замуж, и вот про их брак говорится, что он был бесплоден. Почему? Потому что человек, ведь все знают, рождается из лона матери. И из тигрицы человек никак не мог родиться. И вот этот принцип материнского права до сих пор существует, его поддерживают мудрые евреи. Еврей тот, кто родился из лона матери еврейки. И вот таким образом
В паре первопредков всегда подчеркивалась человеческая природа первой матери. А вот двойная природа мужа из другого рода, в данном случае из медвежьего рода, была зашифрована настолько сложно, что до сих пор как-то даже и не... все понимают его прямо, это медведь. Потому что не было вот таких слов вообще, таких как грех, закон, ну и божественный, и Бог. Нет, палеолитические охотники, конечно же, с помощью простецких слов нельзя, а вот это можно. Палеолитические охотники смогли выразить первый вот такой закон, закон о необходимости вот фратриально-экзогамных браков, что это не должны быть родственники, потому что уж старики-то всегда знали, где выбирать невесту, на ком жениться и так далее. Двойная природа символического персонажа тотема, что это человек из другого рода, она не всегда осознавалась четко, но все-таки он был создан, этот образ, впервые абстрагирующим сознанием древнего человека, который создал таки миф наглядного отрицания эндогамии матриархата и обоснования патриархата экзогамии для передачи поистине божественной сути законов брака рода человеческого. В нашем распоряжении есть фрагменты 2 фильмов о медвежьем празднике. Вот такими титрами помечены кадры фильма о медвежьем празднике Ульчи из села Булава Хабаровского края. Эти фрагменты получены Музеем музыки и фольклора народов Якутии в 1992 году на первой международной конференции по запрещенной ранее теме шаманизма на территории СССР. От участника из Владивостока, кинорежиссера фильма Буембе Хупову «Игры с медведем Ульчей» от Владимира Патрушева. А вот этим титром будут помечены кадры реконструкции медвежьего праздника Нивхов, воссозданного в 1990 году для художественного фильма «Пегий пес, бегущий краем моря» режиссера и кинооператора Карена Геворкяна по повести Чингиза Айтматова, основанной на сюжете, подаренном нивхским поэтом и писателем Владимиром Санги. Раньше медвежий праздник устраивали после удачной охоты. С изменением социальных условий стали растить всем селом медвежонка, оставшегося без матери медведицы. Его содержали в специальном срубе, вскармливали его своим молоком женщины. Предпочтение отдавалось женщинам, имеющим близнецов. Вообще добыча зверя не считалась убийством. По представлениям охотников, зверь сам жаловал в гости к людям. Гостя старались всячески ублажить, чтобы он остался доволен приемом и вновь пришел в гости. Смысл древних праздников связан с культом особо почитаемых промысловых животных. С одной стороны, это был праздник благодарения, с другой – и спрашиванием добычи в будущем. Для этого надо было правильно проводить души зверей, гостей, которых старались задобрить, развеселить на празднике. Носители культуры считали музыкальный инструмент медвежье бревно живым существом. Оно символизировало тело самого священного животного, медведя. Вот на более широком конце бревна вырезали стилизованную голову, намечались глаза, рот, уши, шея. Рот часто красили соком двуснития, кормили медведя. А само пространство подвешенного бревна в целом символизировало берлогу. И совсем недавно на бревне с мордой медведя касались его, играли только женщины. Главным украшением праздника были священные стружки инау. Их вырезали из стольника, рябины, черемухи. Этот элемент обряда символизировал жертвоприношение,
посредничество между различными мирами. Вот ими украшали священные деревья, жилища. Верили, что именно так украшали свои жилища горные люди. Поэтому стремились в день праздника жилище хозяина медведя уподобить вот жилищу горных людей, украшая священными стружками. Голова медвежьего бревна всегда направлена в сторону восхода солнца. На этом рисунке 1928 года Нивха Керкера для исследователя Криновича медвежье бревно водружено в землянке хозяина медведя. Дерево для медвежьего бревна срубали в любое время года. Но лучше было это делать зимой, когда нет сокодвижения, когда деревья спят. Играли на медвежьем бревне только женщины. Солисткой была пожилая женщина, знающая ритуал, ведь ритмы были программные. Все понимали слова, зашифрованные в этом ритме. И вот ритмика ударов по медвежьему бревну зависит от ритмики текста, который произносят мысленно. Вот нивхинки говорят: думаешь о песне, играешь руками. То есть перед нами ритмизованная речь, одна из наиболее древних форм инструментального интонирования. Подлинный смысл слов зачастую не расшифровывается. Этим текстом несколько сотен, а то и тысяч лет. Медвежье бревно звучало в кульминационные моменты праздника, подчеркивая их особое значение. Так стук палок по медвежьему бревну начинал звучать уже при выведении медведя из клетки. Мужчины разбирали сруб медведя, надевали на него ошейник, пояс с цепью, выводили зверя. Последними у клетки сруба могли оставаться приемная мать и женщина, выкормившая медведя к предыдущему медвежьему празднику. Его водят по селу, обязательно расчищали прорубь, водили вокруг проруби, то есть показывали вход в иной мир, и приводили на ритуальную площадку. Кульминационный момент медвежьего праздника происходил на площадке для убиения медведя. Старое дерево было символом мирового древа и должно было быть обязательно на этой площадке. Именно по нему душа медведя уходила в верхнюю мифологическую сферу для будущего возрождения. Медведя привязывали к двум елочкам. Столбы – это уже позднее явление. Именно здесь наступал кульминационный момент у танцующих женщин около медвежьего бревна. Танцующие женщины обязательно что-то держали в руках. Это священные стружки янао, это погремушки, ветки. И вот впервые танцы описаны Криновичем. И этот танец состоял из извивов туловища, таза, талии, плеч и рук. То есть это явно эротический танец. Провожая медведя, женщины ублажали его танцем, чтобы он весело приходил к ним вновь и вновь. Старик из рода Зитьев подходил, прощался. Говорил: по аллее из елочек и тольника иди, без дурных мыслей иди, с гладкими мыслями иди. Право убить предоставлялось мужчине из рода Зитьев. Первая стрела уходила в небо. Но вот главное действие свершалось. И начинался ритуальный плач женщин. А у нивхов над убитым медведем голосил хозяин медведя. Важный этап праздника подчеркнут необычным интонированием, не речью, а криком. И вот особая манера исполнения, крик изо всех сил, пока не кончится дыхание, предназначен для передачи известия горным людям.
Шкура символизирует звериную ипостась гостя. Мыслилась как одежда горного человека. Ритуал освобождения туши от шкуры означал раздевание, снятие одежды с горного человека. Старик из рода Зятьев трижды ударяет шкурой по спине. Это действие подразумевает снятие нескольких шкур, так как медведь, подобно человеку, носил несколько одежд. Перед нами кульминационный момент – внесение табуированных частей зверя в землянку его хозяина. Их опускают через дымовое отверстие, границы между различными космическими мирами среднего и горного миров. Елочка одним концом, выходящая в дымовое отверстие, а другим установленная в очаг, обозначает мировое древо. Голова с неотделенной шкурой вот так присутствовала на родовом празднике. Увеселяя голову медведя, женщины играли на медвежьем бревне, мужчины боролись. Когда спускают шкуру в дымовое отверстие, старейший народа бережно подхватывает ее и напоминает, что медведя хорошо кормили в гостях, и называет имена хозяев, мужа и жены. Таким образом обеспечивает покровительство горного человека этой семье. Огонь для табуированного костра добывали священным родовым огнивом, хранившимся у старейшин рода. Им добывали ритуальный огонь во время важнейших событий – медвежьего праздника, похорон, новоселья, жертвоприношения духам различных стихий. Более древним способом приготовления мяса считается не варка, а жарка, когда люди еще не знали, как. Коллективный ритуал поедания мяса медведя – это заключительный этап отделения души горного человека от тела. Душа окончательно освобождалась от плоти и уходила в горный мир. Как вспоминал известный никский ученый Таксами, на ритуальном пиршестве, разговаривая между собой, люди одновременно вели беседу с медведем, который покидает их мир и уходит в мир предков. Мысленно желали ему благополучно добраться до родственников. Каждый вспоминал своих родственников. То есть это был древний день поминовения усопших, будущий родительский день. Кости хоронили в недоступном для собак месте, а череп медведя водружался в сакральном родовом амбаре, где хранились все медвежьи черепа. Во время праздника, конечно, происходили различные спортивные состязания. Во время гонок на собачьих упряжках на музыкальных бревнах звучал ритм, который назывался канвай. Это возгласы, команды, обращенные к собакам. Ка и вай. Собака лает, так назывался этот ритм. Медвежий праздник, сохранившийся в культуре дальневосточных, палеазиатских и тунгусоязычных народов, является ярким отражением представлений и обрядов тотемизма, веры в родство человека и животного, культа умирающего и воскресающего зверя, уходящего корнями в седую старину, когда формировался сложный мир ритуальной сферы, где действо переплетено с мифологическим миропониманием.